Русско-турецкая война 77-78 годов сыграла роковую роль в судьбе абхазского народа. За участие в военных действиях против России абхазы были признаны царским правительством виновным населением. Им запрещалось жить в городе Сухум. До 75 тысяч абхазов покинули родину и переселились в Турцию. На опустевшие абхазские земли хлынули колонисты, и среди них были богатые греки, коммерсанты и евреи, армяне и представители других национальностей. В это время в Сухуме проживали не только русскоподданные, но и подданные Швеции, Франции, Германии. В прибрежной полосе началось интенсивное строительство домов и вилл, церквей и школ. Адиле Аббас-оглы 91 год. Она является внучкой иранского предпринимателя Яхьи Аббас-оглы. Он обосновался в Сухуме в 1885 году, став владельцем кирпичного завода. Адиле Шахбасовна вспоминает рассказы о том, как заселялся Сухум. Купцы, которые они услышали от своих греков благодатная земля, они богатые, ездили во Францию, ездили в Англию и привозили оттуда товар. Мы называли заграничный, а некоторые оставались здесь, строили дома, занимались своим делом, и вот так постепенно начала сюда проникать европейская культура. – 13 апреля 1870 года все газеты мира спешили сообщить своим читателям сенсационную новость. Накануне был торжественно открыт первый трансконтинентальный телеграф. Он напрямую соединил Великобританию с Индией. Акционерное общество Siemens Galske проложило через территорию Сухума линию телеграфной связи. На территории Абхазии по всему тракту были поставлены чугунные столбы-опоры, по которым в 5 проводов шла линия индоевропейского телеграфа. Земля вокруг этих столбов в радиусе 3 метров была выкуплена Великобританией, и до революции считалась собственностью английской королевы. Индоевропейский телеграф поражал современников своей протяженностью – 11 тысяч километров. Линия телеграфа шла по воздуху, а на 2 участках – Ла-Манш и Керченский пролив – кабель проложили по морскому дну. В народе ходила легенда, что на дне Черного моря лежит кабель, да не простой, а с золотыми жилами. Именно из этого дома 1 мая 1870 года в столицу России, Санкт-Петербург, поступила первая телеграмма из Сухума. Здание самой станции индоевропейского телеграфа было построено на Екатерининской улице, ныне это улица Чочуа. Дом связистов Лондон-Дели. Это первая самая линия, которая прошла на Кавказе. И здесь располагалась их аппаратура. Здесь же располагался дом для рабочих, обслуживавших станцию. В наше время здание Сухумской станции индоевропейского телеграфа используется под жилье. Вы знаете, когда после войны 3-й этаж загорелся, мы, спасая дом, я горжусь этим, кстати, вылили 40 тонн воды, и при этом со 2-го на 1-й этаж ни одна капля воды не прошла. Это, представляете, какое качество пола, стенки, как это было построено. Материал, дерево, из которого оно сделано, вы представляете, 130 с лишним лет ни одна форточка не поменена. До сих пор эти окна, двери
тогда повешенные, сделанные, до сих пор служат. Вот эти два здания одними из первых появились на Сухумской набережной. Первый двухэтажный дом принадлежал Сухумскому агентству Русского общества пароходства и торговли. Здания эти прямо у моря располагались, и здесь же у них были два причала. У каждого свой причал был. Грузовые Эти причалы буквально до последнего времени они сохранялись, здесь еще столбы эти оставались. К сожалению, они не сохранились, были небольшие грузовые причалы. То есть здесь были на первом этаже склады, на втором этаже были агентства. Долгие годы сухумским агентом этого общества был некто Кантессини. На фасаде здания под куполом можно до сих пор увидеть надпись «РОПИТ» – Российское общество пароходства и торговли. В наше время эти здания принадлежат Абхазскому морскому пароходству. Напротив агентства обществом была построена грузовая пристань. Вагонетки выходили из Пакгауза по узкоколейной железной дороге и направлялись к пристани, где загружались грузами с пароходов и направлялись обратно в Пакгауз. Что обычно привозили и что увозили из Абхазии? Все что угодно. Отсюда вывозили массу всего, но самое главное был вывоз, это, конечно, табак. Табак абхазский по всему миру уезжал отсюда, в Америку даже уезжал. Но тогда были обработчики этого табака греки. Рядом, в том же 1880 году, было построено трехэтажное здание, в то время самое большое в Сухуми. Здесь располагалось Сухумское агентство Российского транспортного и страхового общества. Пароходы этого агентства тоже возили по Черному морю грузы, пассажиров и почту. Сухумскими агентами этого общества были Киснер и Метакса. За Сухумской крепостью вдоль набережной было построено двухэтажное здание, в котором размещалась Сухумская почтово-телеграфная контора. Анзор, вот из твоих фотографий коллекционных, вот это как раз, по-моему, снимок, который сделан с причала, которого, к сожалению, уже нет, да? Да, это почтовый причал. В этом месте располагалась почтово-телеграфная контора, построенная во второй половине XIX века. Контора имела свой причал морской. С моря прибывали, значит, пароходы Русского общества пароходства и торговли, почтово-пассажирские, и привозили почту для сухумцев. Вот так попадала, значит, почта сначала в контору, а потом почтальоны разносили газеты и корреспонденцию. Анзор, вот удивительно, да, ступеньки сохранились, а самого причала нет, и многим будет интересно, что, собственно говоря, это было начало почтовой пристани. Да, почтовая пристань здесь, значит, как раз ступеньки спускались сюда. Пароходы здесь, значит, приплывали сюда, стояли на рейде, лодки заходили прямо на причал, а отсюда уже туда переходили в само здание, переносили эти сундуки туда. Вдоль всей набережной был построен каменный парапет, защищавший от морских волн.
Со временем набережную стали освещать керосиновыми фонарями, а в дальнейшем с появлением электричества в 1909 году электрическими. Первая пристань появилась позже, в 1870 году. Это причал, на котором стоит ресторан «Амра». На постройку этого железного причала были потрачены немалые для того времени деньги – 200 рублей. Но для сухумчан это было местом встреч и прогулок. На пристани стояли две деревянные будки русского и российского общества пароходства и торговли для продажи билетов пассажирам. Каждодневное движение пароходов в Сухуми осуществлялось по Крымско-Кавказской линии в города Одессу и Батум. В Турцию же пароходы уплывали по пятницам, возвращались по средам. Расписание по направлению Сухум-Орду периодически печатала газета «Сухумские вести». Сообщение с пароходами происходило на лодках. С каждого пассажира взималась плата 15 копеек. Место для багажа было бесплатным. Однако, если багаж занимал больше места, то взималось дополнительно еще 5 копеек. На пристани пассажиров поджидали носильщики, которые за 15 копеек доставляли багаж до ближайшей гостиницы или фаэтона. И все же ни к одной пристани Сухума пароходы подходить не могли, не хватало глубины. Быстрому росту города мешало отсутствие порта. Корабли по-прежнему останавливались на рейде. Сообщение с берегом поддерживалось на баркасах и лодках-филюгах, да и то лишь в тихую погоду. А в плохую погоду пароходы не заходили сюда по неделям. И только в 1928 году был построен нынешний порт. Первоначально Сухумская набережная не имела официального названия. И лишь в 1864 году, после упразднения Абхазского княжества, она получила название Михайловская в честь наместника на Кавказе
князя Михаила Николаевича Романова. В 1912 году она была переименована в набережную имени Руставели. С 1994 года эта прибрежная улица именуется набережной Махаджиров в память о депортированных в XIX веке в Турцию абхазах. Излюбленным местом горожан, конечно, была морская набережная. Пальмы, олеандры укрывали от жары. У морских причалов покачивалось множество шлюпок, на которых любители морских прогулок отплывали подальше в море. Кругом стояли турецкие кофейни, чайные, духаны. Играла музыка, было очень оживленно и шумно. Там сидят коврики постелят пожилые, а молодые лодки стоят. Садятся на лодки, луна светит, и это уплывает. Там поют, и здесь поют, и здесь гуляют, громко говорят, смеются. Жители многонационального города почти все знали друг друга в лицо. На берег выходили, чтобы на других посмотреть, да и себя показать. Публика была разная. Представители абхазской знати, жены греческих купцов, разночинцы, казаки. Одежду шили из дорогих материалов – коверкота, шевиота, крепдышина и шелка. А так строго одевались. Вот. Вперед длинный, потом покороче, потом, ну, чтоб тут было открыто, это можно было только в театре, а в городе нельзя было. Сумки большие, длинными ручками, сейчас опять стали такие сумки. Потом пошли маленькие сумки. В летнее время одевали шифоновые кофты, какая-нибудь хорошая юбка красивая, из плотного материала, платье. Девушки одевали еще маленькие такие, с полями шляпки. А женщины маленькие шапки, некоторые умудрялись вуаль одевать.
Экономика Сухума продолжала расти. Главной статьей дохода в тот период был, конечно, табак. Табак Самсун и Трапезунд, вывезенный из Турции, хорошо прижился на абхазской земле и выгодно отличался своим ароматом от прочих сортов. Греки, армяне, турки разбивали табачные плантации и строили табачные фабрики. Абхазский листовой табак начал славиться повсюду, и в Сухумский порт за табаком стали заходить корабли из разных стран. В этом полуазиатском, полуевропейском городе со специфическим кавказским укладом можно было встретить крупных табачных оптовиков и мелких маклеров. По рассказу сухумских старожилов, в наш город в молодости в качестве мелкого маклера приезжал муж Жаклин Кеннеди, Аристотель Анасис. Сухум в то время дышал буквально табаком. Разговоры о табачной торговле велись не только в сухумских конторах, но и в кофейнях. Когда в связи с событиями на Балканах Турция и Македония выбыли из сферы мировой торговли табаком, взоры табачников всего мира обратились на Сухумский рынок. В Сухум приехали представители многих фирм. Они скупали за бесценок табак и переправляли его в Европу, Египет и другие страны. И потому в Сухуме было немало капитальных табачных складов. Наше прошлое. Нужно ли ворошить старые фотографии, сдувая с них пыль времени? Мы, живущие в мире передовых технологий, зачем нам оглядываться назад и прислушиваться к звукам прошлого? Конечно, нужно. И не потому, что это очень интересно, но еще и потому, чтобы понять самих себя нынешних.